Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амши Юкшара. Сегодня в программе. Президент Абхазии Аслан Бжаня провел несколько важных встреч на Петербургском международном экономическом форуме. В парламенте обсудили поправки к Конституции Абхазии законодательной и исполнительной власти. Штраф за нарушение правил подготовки пляжей к открытию купального сезона до 18 тысяч рублей, заявил начальник госинспекции по маломерным судам республики Тенгиз Сабуа. Аслан Бжаня и делегация нашей страны приняли участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, на котором выступил президент Российской Федерации Владимир Путин. Президент Абхазии в интервью РИА Новости заявил, что Россия и Абхазия ведут работу по упрощению пограничного контроля между странами. Он отметил, что в летнее время и в сентябре пункт пропуска на абхазо-российской границе работает на пределе своих возможностей. Напомним, накануне Аслан Бжаня встретился с заместителем председателя правительства Российской Федерации Александром Новаком, губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым, губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко, главой Республики Башкортостан Радим Хабировым, главой Республики Адыгея Муратом Кумпиловым, а также с главами республик Северокавказского федерального округа. В ходе встречи обсуждались ключевые вопросы, касающиеся двустороннего экономического сотрудничества, включая развитие торгово-экономических связей в сфере инвестиций, инфраструктурных проектов, туризма, науки. В парламенте прошло очередное заседание Комитета по государственно-правовой политике. Слушание посвящено поправкам Конституции Абхазии о законодательной и исполнительной власти. Во встрече приняли участие председатель Верховного суда Саида Будба, представитель президента в парламенте Батал Айба, юристы и депутат 6-го созыва Батал Табагуа. Открывая заседание, спикер парламента Лаша Ашуба отметил, что слушание, посвященное законодательной инициативе, связанной с перераспределением полномочий, очень долго обсуждается в обществе. Чиновники разного уровня об этом говорят в период выборов разного уровня, часто об этом говорим, но, как правило, не приступали к предметному обсуждению. Поэтому мы сегодня пригласили людей опытных в этих вопросах и хотим, что называется, сделать первое приближение к теме перераспределения полномочий. В целях подготовки поправок к Конституции указом президента Абхазии в 2020 году была создана комиссия по конституционной реформе. Вопросы взаимоотношений исполнительной и законодательной властей, перераспределение полномочий между ними, сокращение численности государственного аппарата были основными задачами. Изначально базовый вариант был подготовлен комиссией, созданной президентом, и, соответственно, по результатам работы комиссии и тот проект, который был представлен ими президенту, уже в администрации президента, он был в некоторой части дополнен, и уже сюда, соответственно, нам в качестве законодательной инициативы президент отправил его для того, чтобы уже мы с вами рассматривали. Как вы знаете, уже немалое время на самом деле данный вопрос, данный проект находится на рассмотрении у комитета. Проект очень важный, отнестись к нему просто, да, и принимать его так, как, допустим, мы принимаем обычные проекты, обычные законы, которые попадают в парламент, мы не могли. В соответствии с Конституцией исполнительная власть в республике предоставляется президенту Абхазии, что предопределяет его ключевую роль в формировании и деятельности исполнительной власти. Исходя из вышеизложенного, проект конституционного закона о поправке предусматривает упразднение Кабинета министров, коллегиального органа, формируемого президентом. Упразднение повлечет за собой и упразднение должности премьер-министра и вице-премьеров республики. Это внесение изменений в ряд законов Конституции Республики Абхазия, а именно в части изменений структуры исполнительной власти, где основная власть и руководство исполнительной властью закрепляется за президентом Республики Абхазия. Если говорить вкратце, то институт премьерства в данном случае сокращается. И также есть отсылка на законодательство, укрепляющее позиции вице-президента. Первый вопрос. Мы все понимаем, что это новая система распределения полномочий. Собственно, это новый
новый тип республики, который мы можем здесь внедрить. Это первое. То есть согласны ли мы концептуально с тем, что не будет, согласно предложенному законопроекту Кабинета министров, не будет как такого коллегиального высшего органа. То есть это первый вопрос, на который нам нужно уже ответить всем. То есть что у нас будет президент и, собственно, руководители центральных органов госуправления. Это первое. Второй же вопрос, если мы сойдемся на том, что нам нужна так называемая вот эта модель, в отсутствие высшего коллегиального органа уже обсуждать, какие есть риски, какие есть спорные моменты или какие есть замечания к той системе, которая будет выстроена согласно этой модели. Необходимость упразднения Кабинета министров влечет, вот я смотрю, 127 законопроектов или отменять, или вносить изменения в эту историю надо. Да, ликвидация конституционного закона о Кабинете министров. Если такое решение будет принято, я бы хотел, чтобы, мое мнение, что возрастает одновременно роль администрации президента, которая должна быть, может, не высшим органом управления, исполнительной властью, а хотя бы координирующим, да, вот, чтобы должен быть определенный закон об администрации президента. Не совет министров, может, администрацию президента, да, уполномоченный орган президентом, который координирует работу исполнительной власти. Может, Проектом закона о поправке к Конституции предусматривается внесение изменений, направленных на закрепление на конституционном уровне порядка согласования с парламентом назначения на должность министров. Порядок назначения министров, устанавливаемый проектом, предусматривает необходимость согласованных действий президента и парламента. Указанная процедура предполагает поиск согласия между ними с целью устранения возникающих противоречий по поводу кандидатуры на должность министра, что возможно на основе форм взаимодействия, складывающихся в процессе реализации полномочий главы исполнительной власти. По мнению Батала Тапагуа, принятие этого закона будет самым главным за последние 30 лет в нашей законодательной системе. Это выводит нас, по крайней мере, на мой взгляд, на другой уровень. И мне кажется, на более качественный уровень управления государством. Если до этого нужно было сконцентрировать власть в одних руках, скажем, в руках президента, то здесь четко мы видим, что парламент и президент, они совместно будут заниматься управлением. Я хотел бы попросить, чтобы, читая статьи этого закона, любой депутат будет применительно к себе, читая статью, применять по отношению к себе. И никого здесь не должно пугать вопросы, связанные с тем, что парламент может быть распущен или так далее. Здесь заложены такие механизмы, при которых практически не будет никакого распуска парламента. Потому что, я почему это говорю, потому что когда вы столкнетесь с принятием этого закона, наверняка такие мысли могут возникнуть. Если вы заметили, там заложена такая одна деталь, но существенная, что если даже возникнет спорный момент, а это однозначно возникнет, неважно, кто будет президентом, неважно, кто будет депутатом. В этом и задача стоит этого закона, что возник бы, по крайней мере, деловой спор, в хорошем смысле этого слова, для того, чтобы это принесло пользу государству. Потому что, по крайней мере, моя точка зрения, концентрация власти в одних руках ни к чему хорошему никогда не приводит. По вопросу назначения министров между президентом и парламентом могут возникать разногласия. Проект о поправке к Конституции предусматривает механизмы преодоления такого разногласия. Так, если после трехкратного отклонения парламентом представленных кандидатур министров более 1/3 должностей министров остаются вакантными, президент вправе распустить парламент и назначить новые выборы. Наделение президента таким правом связано с тем, что при отсутствии 1/3 министров исполнительная власть не может эффективно исполнять свои обязанности. Тот проект, который был разработан Конституционной комиссией, несколько отличается от того, который был представлен президентом. Потому что в проекте Конституционной комиссии не было права распуска парламента. Естественно, президент наделен правом менять наш представленный проект. Он не имеет обязательной силы, но я хочу, чтобы и депутаты знали, мы обсуждали этот вопрос.
предоставлять ли такое право. Мы пришли к выводу, что не нужно предоставлять, потому что это инструмент создания искусственного кризиса. Я участвовал в комиссиях по внесению изменений в Конституцию, не в одной только комиссии, и в других комиссиях тоже. И, в принципе, мы никак не могли выйти к тому, что у нас будет инициатива президента или главы исполнительной власти, главы государства на изменение Конституции. Я считаю, что это смелый шаг. Это нужно подчеркивать. И смелый шаг со стороны главы государства. Далее, я думаю, что когда вы эти изменения, так сказать, все-таки у себя здесь проведете и так далее, это будет еще один смелый шаг. К этому надо идти, тут многие уже говорили, что это нужно делать. Основной акцент и основной фокус делался именно на анализ и перераспределение баланса ветвей власти и баланса возможностей влияния друг на друга. И главный вопрос в этом заключается в дополнительных полномочиях парламента по одобрению либо участию в назначении министров. Поскольку теперь эти механизмы влияния, они стали более эффективные, более работоспособные и более понятные и прозрачные. В чем была задача? В том, чтобы министр, который претендует на ту или иную должность, он не просто назначался по, скажем так, не предъявленным, не представленным причинам, а чтобы он мог прийти в парламент, выступить с программной речью, объяснить свои планы, свое видение этого направления, и чтобы коллегиальный орган, парламент, мог полноценно оценить. Проект конституционного закона в случае его принятия вступит в силу с даты прекращения полномочий действующего на дату принятия закона состава Кабинета министров по основаниям, установленным Конституционным законом о Кабинете министров Абхазии. Депутаты, приглашенные члены комиссии по конституционной реформе, обсудили ряд интересующих и важных вопросов. В завершении спикер парламента подвел итоги первого слушания. У нас, к великому сожалению, все политические игрища, все перипетии, связанные с президентским креслом. Наверное, нужно менять что-то, чтобы у нас было развитие в государстве. Что касается того, какая система выборов будет, я уверен в том, что вообще, в общем-то, главным цензом, хотя мы сейчас занимаемся тем, что цензы дополнительные устанавливаем, вот установили образовательный ценз, возможно, еще какие-то цензы сейчас будут, но главным цензором выступает народ Абхазии, да, в конечном итоге на выборах. И с учетом того, какие полномочия будут у депутатов парламента, так или иначе уровень, значит, парламента тоже будет меняться, потому что на парламент ложится большая ответственность за управление в стране. В этом смысле эта система такая, которая соответствует системе сдержек и противовесов, скажем так, да, и перераспределение полномочий, на мой взгляд, будет позитивным. С другой стороны, там некоторые смелые теоретики, в том числе и практики, говорят о том, что нам нужна там парламентская республика и так далее. Я категорически противник, да, на сегодняшний день такой концепции, потому что парламент коллегиальный орган, он не такой поворотливый. И на сегодняшний день мы не готовы. Вообще парламентскую республику могут себе позволить сильно развитые страны. Депутаты будут дорабатывать данный закон и проведут еще слушания с привлечением членов комиссии по конституционной реформе. Шазина Ханагуа, Рамо Камке, Абхазское телевидение. На площадке Петербургского международного экономического форума чрезвычайный полномочный посол Республики Абхазия в Российской Федерации Алхаз Квициния встретился с заместителем председателя Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Константином Косачевым. Алхаз Квициния и Константин Косачев поделились впечатлениями о форуме, а также обсудили ряд вопросов абхазо-российского взаимодействия. Летом все дороги ведут к морю. Это пора отпусков, отдыха и новых впечатлений. Но самое главное, отдых должен быть безопасным. Открытие купального сезона в Абхазии было запланировано на начало июня. Однако в ходе проверки сотрудники МЧС выяснили, что большинство пляжей не готовы. Почему, узнавала Гугуца Варданя. В
предписании МЧС по безопасному отдыху на пляжах в купальный сезон более 5 пунктов. Обозначение границ заплыва ограничительными буями, обустройство спасательных постов, установка сигнальных мачт с флажком, ограждение технических зон для маломерных судов, осмотр и очищение дна пляжей. Но самое главное – это дежурство спасателей, которых катастрофически не хватает в республике. Это одна из важных причин, по которой большинство пляжей страны не готовы к купальному сезону, открытие которого было запланировано на начало июня. Все главы администрации практически, они нам говорят, что мы стараемся, вот ищем людей, которые будут спасателями, делают объявления, но мало людей, которые к ним приходят, а просто человек быть спасателем не может. И у нас есть в Пицунде фирма, которая может обучить и дать квалификацию спасателя. Мы это все доводим до глав администрации, но мало людей обращаются. Я не знаю, с чем это зависит. Может, с суммой зарплат, которые они им предлагают. Гулрыбский район, они нашли людей, квалифицированные 2 спасателя, и эти 2 спасателя еще обучили 2, и уже 4 спасателя у них есть. Я думаю, самый готов район будет у нас в Абхазии, это Гулрыбский район. И Очимчира тоже стараются, у них 10 числа дата открытия, мы к этому времени приедем, проверим, надеемся, что и там будет все в порядке. Проверки пляжей республики сотрудниками МЧС начались за неделю до запланированного открытия купального сезона и продолжаются по сей день. На сегодняшний день, начиная от поселка Цандрыбш до Сухума, потому что открытие купального сезона от Сухума до границы Цандрыбш была назначена дата 1 июня, открытие купального сезона. От Гулрыбша до Очимчиры 10 июня. Поэтому в первую очередь мы проверяли эту сторону и пришли к тому, что на эту дату, на открытие купального сезона, ни один городской пляж не готов, в том числе и Сухум. По Гулрыбшскому и Очимчирскому району мы сейчас проводим проверки, и могу сказать, что они более положительно отнеслись к данному вопросу и выполняют данные пункты предписания. По городам Гагра ни один пункт нашего предписания не выполнен. Причины различные. Город Пицунда выполнены 2 пункта. Это осмотр и очистка дна пляжа, выставление ограничительных буев. Афон то же самое. И Сухум. Ограничительные буи, пока они не выставлены, но в течение, я думаю, недели они будут выставлены, мы в этом им помогаем. И осмотр и очистка дна пляжа тоже произведена. Как отметил Сабуа, ситуация на пляжах, у которых расположены гостиницы и отели, лучше. Владельцы объектов размещения в основном берут на себя ответственность за их благоустройство и безопасность. Гостиница «Айтар», дальше в Синопе Аксельсия и Дельмар ближе к маяку. И чуть дальше от маяка там новая гостиница. Тоже они выполнили данные пункты. А по остальным городам, вот допустим по Гагре, очень много гостиниц. И мы искать всех этих директоров просто и не в силах. Поэтому все на главах администрации, они могут их собрать, довести до них. Для безопасного купания в море необходим контроль за деятельностью маломерных судов, которых в республике уже 1200. Лодки, катера, катамараны, не прошедшие техосмотр и не зарегистрированные, не могут выйти в море. Контроль за ними осуществляют МЧС и пограничники. Все знают, что у нас работают российские пограничники совместно и с нами, и с абхазскими пограничниками. Это и морские пограничники, и сухопутные. То есть прошедшие у нас техосмотр обязательно должны взять разрешение у пограничников о выходе в море. По выходу в море это в первую очередь и для безопасности самого судоводителя,
И для контроля по выходу в море он должен отзвониться, что данное судно вышло в море, и по заходу то же самое. Если же судно не зарегистрировано, либо не прошло техосмотр, его сразу же фиксируют, передают нам, и мы это судно оштрафовываем, то есть судоводителям оштрафовываем, штрафы не маленькие, до 18 тысяч. Поэтому люди уже уже и боятся, и привыкли к законам, и стараются не нарушать. То же самое и права на управление судном, это тоже наша работа. Без прав на управление судном люди не должны стоять за штурвалом. Это касается всех судов. Права тоже мы обучаем и выдаем за определенное время. Нередки случаи, когда маломерные суда слишком приближаются к купающимся людям. Техническая зона обязательно на всех пляжах. То есть эта дорожка огорожена маленькими буйками. Если же пляжи были бы оборудованы, у них должна быть техническая зона, чтобы зайти. Но и тем не менее, если там нету технической зоны, но есть купальная зона, ограничительные буи, он не имеет права заходить в купальную зону. Это тоже фиксируется, если он нарушил, а нарушений очень много, но, к сожалению, у нас штат не такой большой, чтобы по всей Абхазии наблюдать и фиксировать данные нарушения. У нас просьба хотя бы к людям, у кого гостиницы рядом, чтобы они нам передавали информацию о том, что много таких случаев, когда они нам передают, потому что особенно гидроциклы, они очень скоростные, человек нырнул, они просто его могут не заметить и переехать, соответственно, получаются такие несчастные случаи. В Абхазии много рек, которые впадают в море. В их устье в радиусе 50 метров купаться запрещено, однако не всегда наличие запрещающих знаков останавливает людей. Помимо этого, несмотря на плохую погоду или шторм, а также в алкогольном опьянении, некоторые все же продолжают заходить в воду. Согласно статистике, за 5 лет в морях, озерах и реках Абхазии утонули 49 человек. Но для всех людей, я не раз повторял, очень опасно. Может быть, ты умеешь плавать, но если человек тонет, пойти его и спасти, не зная, как это сделать, это очень сложно и опасно для его самого, потому что он вполне возможно, что он его утащит. Это паника, он просто его перекроет руками, и были такие случаи. Поэтому... Некоторые гости страны хотят искупаться в одном из самых живописных озер республики. Однако купание в водах Рицы крайне опасно. Вода, в первую очередь, она никогда не бывает прозрачной. Там глубины разные, местами водовороты. Это не раз это все было известно. Мы зимой проводили учения, водолазы ныряли там по поиску. У нас в основном работа бывает такая, что мои водолазы ищут людей, которые утонули. На озере Рица это очень сложно делать, находить человека, поэтому купание, в общем, запрещено, там небезопасно. Каждый год Абхазию посещают тысячи туристов. Их привлекают чистый воздух, живописная природа, ласковое море. И, конечно, самое важное – это безопасность. Гугу Саварданий, Инал Гвинже, Абхазское телевидение. Сотрудники госавтоинспекции МВД Абхазии проводят акцию против нарушений ПДД. Линия доверия управления госавтоинспекции МВД Абхазии работает круглосуточно. Телефон +7 940 707 33 44. Комфортный отдых напрямую связан с правопорядком и особенно с безопасностью дорожного движения, так как пассажирские перевозки автотранспортом в Абхазии наиболее востребованная услуга для граждан страны и множество туристов в летний курортный сезон. В целях организации дополнительных мер обеспечения транспортной безопасности сотрудники госавтоинспекции МВД Абхазии реализуют социальный проект при участии водителей транспортных средств и пассажиров.
Каждый пассажир, оказавшись в опасной ситуации со стороны водителя, игнорирующего правила дорожного движения, должен незамедлительно сообщить в службу доверия госавтоинспекции, так как оперативное реагирование на любое правонарушение может предотвратить ДТП. Нарушение правил пассажирских перевозок, тем более несоблюдение скоростного режима маршрутными такси водителями трансферных перевозок, зачастую приводит к трагическим последствиям в авариях. Управлением Государственной автомобильной инспекции при поддержке Министерства внутренних дел была проведена акция на трассе Псоу-Ингур в районе Холодной речки, носящая информационный характер. Водителям, занимающимся туристическими пассажироперевозками, на автомобиле были наклеены информационные буклеты, с помощью которых участники дорожного движения могут обратиться по телефону доверия и сообщить о любом правонарушении, а также получить любую интересующую их информацию, направив свой гаджет на нанесенный QR-код, можно расширить свой кругозор в рамках республики. Данная акция была принята положительно участниками дорожного движения. Целью проведения данного рода акции является снижение нарушений правил дорожного движения. Примечательно, что многие водители частного транспорта приняли участие в проводимом мероприятии, наклеив информационные стикеры на стекла своих автомобилей. Подобные акции будут продолжены на постах ДПС в восточных районах Абхазии, центральном автовокзале города Сухум. Линия доверия Управления госавтоинспекции МВД Абхазии работает круглосуточно. 28 июня в столице пройдет общегородская акция «Чистый город». Цель акции – наведение санитарного порядка и благоустройства территории города. Создан штаб по организации работ. Начальникам муниципальных учреждений поручено привлечь к участию населения, а также рекомендовать владельцам частной собственности провести санитарную уборку закрепленных территорий. Департамент ЖКХ столицы обеспечит участников акции мешками для сбора мусора, инвентарем, перчатками, транспортом для вывоза отходов. Наша соотечественница Эльвира Тодуа в составе женской футбольной команды ЦСКА примет участие в матче за Уинлайн Суперкубок 2024 против «Зенита», сообщает Госкомспорт Абхазии. Матч пройдет 8 июня в Санкт-Петербурге. Будем биться, а в целом ожидаем красивой обстановки, много зрителей, сказала Эльвира Тодуа. А в завершении выпуска о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в Абхазии в субботу, 8 июня, территория Черноморского побережья будет находиться под влиянием повышенного давления, переменная облачность, ночью и утром туман, днем местами возможен дождь, гроза. Температура воздуха ночью 16-21, днем 22-27 градусов, температура морской воды 20 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.